Швейная фабрика «Фобра» стала еще одним из успешных проектов последних лет в регионе. Денис Мантуров и Махмуд Али Калиматов первым делом посетили цех, где сосредоточено основное производство. Экскурсию для федеральных гостей главы республики проводит генеральный директор предприятия Магомед Марзиев. Руководитель Минпромторга страны оценил производственные мощности и расспросил о перспективных планах швейного предприятия. В основном спецодежда разного направленности. Там есть и летняя одежда, и зимняя, и летняя. Мы открылись в 2020 году, 3 года на предприятии. Мы заметно повысили качество пошива, объемы пошива. Теперь на сегодняшний момент все специалисты по России признают, что это одна из самых лучших площадок, производственных площадок по России. Загрузка сколько процентов? Загрузка, если производственная мощность, не более 50%, 47-48%. 50% у вас есть возможность? Точно, да. Потенциал есть, потенциал мы уже говорили с Да, поможет компании из ПТК. Надо нам помочь. Нагрузить, да? Загрузить, да. Это не первый визит Дениса Мантурова на швейную фабрику. В 2017 году руководитель Минпромторга принимал участие в церемонии открытия промышленного объекта. Правда, спустя некоторое время деятельность предприятия была приостановлена, и он попал в список простаивающих. Главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым была поставлена цель – привлечь инвестора и реанимировать фабрику. Так, в конце 2020 года швейное объединение вновь полноценно заработало. Провели ремонт, закупили дополнительное оборудование, обновили освещение. Сложность они разные. Вот гражданская, да. Это ковидные, да, ковидные. Вот это для Минздрава, да. Халаты разной направленности. Шили мы для детских больниц. Шили детскую одежду. Вот. Предприятие может ориентироваться на любой вид пошива. Возможности есть. Ежегодно швейная фабрика отшивает более 100 тысяч единиц сложных изделий. Заказы поступают от крупных компаний не только России, но и других стран. Качественный пошив, ответственный подход к срокам исполнения заказа, высокотехнологичное оборудование, задействованное в работе, привлекают внимание желающих заключить контракт. Если еще в начале запуска здесь работали только 50 человек, то сегодня в объединении трудится около 200 работников. Сколько в среднем времени нужно на один капюшон? Сколько времени? Полминуты. У меня вот отделочная строчка. На это у меня уходит на один капюшон где-то 25-30 секунд. Сколько вы уже на швейном предприятии работаете? 3 года как. 3 года. Уходить не хотите пока? Значит, вас устраивают условия работы? Я всегда мечтала шить. Я и дома шила, но не профессионал. Но мне работа нравится. Не собираюсь, если не прогонят. Вы довольны условиями, которыми вас обеспечивают? Очень довольна. Условия хорошие. Работать можно. Зарплату вовремя платят? Да. Новые сотрудники проходят бесплатное обучение. Вице-премьер Денис Мантуров пообщался с работниками фабрики, поинтересовался созданными условиями труда. Но главное, чтобы до конца у вас. Да, дай Бог, до конца будет. Я в этом уверен. Но важно еще, чтобы зарплата была хорошая. Лучшая зарплата. У нас средняя зарплата 20 тысяч. 23, хорошая швейка 25 тысяч. У вас средняя зарплата? Нет, пока нет. Мы стремимся к этому. Глава Минпромторга посетил и выставку продукции промышленных предприятий республики. Она расположилась на 2-м этаже швейного предприятия. Первое знакомство состоялось с компаниями «Реак» и «Реал», единственные выпускающие радиаторы для отопления и строительные профили из алюминия в СКФО. Эти предприятия обеспечивают наибольшую долю в сфере обрабатывающих производств. Металлургия показала рост почти в 110%. С этого года заводы не только производят оконную и дверную фурнитуры из алюминия, но сами изготавливают сырье, а также продают его другим предприятиям. Ежегодно «Реак» выпускает 6 тысяч тонн продукции. Созданы сотни рабочих мест, и в планах у предприятия только наращивать темпы производства. Хотелось бы особо отметить, что буквально в 2022 году на базе алюминиевых предприятий в республике, благодаря усилиям нашего правительства и министерств, мы зарегистрировали алюминиевый кластер алюминиевой промышленности. Это очень большое, скажем так, подспорье для нас. Да, в Минпромторге уже зарегистрировали.
На сегодняшний день можем похвастаться, у нас 11 компаний уже в рамках этого кластера зарегистрированы. Это межрегиональный, потому что Да, в том числе межрегиональный. Армавирский, да? Да, Армавирская металлургическая компания, в том числе вот она здесь тоже обозначена. У нас есть соглашение с Московской областью, с Краснодарским краем. Также Денис Мантуров на выставке ознакомился с продукцией обувной фабрики итальянского бренда Фелиджо Пеле. Это производство полного цикла от раскроя до готовой продукции. Ежедневно на предприятии трудится около 200 человек. Отшивается более 500 пар обуви. Используются только натуральные материалы: кожа, нубук и замша, сандалии, кроссовки, туфли и сапоги. Также на предприятии производят армейские берцы с собственным дизайном по заказу Минобороны России. А где это обувная? В городе Назай. Важно, что фабрика заработала в 2019 году. За это время успели выпустить продукцию гражданского назначения. Качество, вот, красоту вы сами видите. Но самая наша эксклюзивная вишенка в том, что вот эти берцы, да, они собственной разработки, которую уже утвердила Минобороны, заказал на 20 тысяч пар, было поставлено в 2023 году. Тактик 1, тактик 2 называется. Вот этот 1, вот этот 2. Она уже прошла сертификацию, вот эта обувь. Гостям на выставке представили примеры производства, олицетворяющие и национальную идентичность ингушей. Впечатлили выставочной экспозиции предметы декоративно-прикладного искусства, а также ковры «Истинг» из войлока. Об их не только культурной, но и экологической значимости рассказала этнограф Зейнеп Зарахова. Активное возрождение началось лет 10 назад. Сначала были исследования, сначала было изучение, а потом уже пришли к тому, что нам надо возрождать и возвращаться к экологически чистому сырью. И сегодня, когда мы начинаем из шерсти создавать свои полотна, так шерсть население приносит, сами люди приходят, приносят, и им нравится, они радуются. Ковры вернулись в обрядовую культуру, то есть мы всегда невесту встречаем и новую семью ковровыми полотнами. Главным преимуществом Ингушетии остается географическое положение. Для развития промышленного сектора власти республики предпринимают ряд мер, в том числе обновление инфраструктуры, обеспечение доступа к новым технологиям, привлечение инвестиций. Развиваются такие направления промышленности, как пищевая, текстильная, строительная и деревообрабатывающая. В ходе двусторонней встречи с Денисом Мантуровым глава Ингушетии подчеркнул, что для экономического роста и улучшения качества жизни населения в регионе активно поддерживают инновационные и перспективные проекты. Я возглавляю инвестсовет. На сегодняшний день вот сейчас заложили вот это очистные сооружения. Жиженый газ, у нас производство, завод ставится. И с Турции приехал, будут все моющие средства, стирающие, вот это все, тоже производство будет ставиться. Бытовая химия. Бытовая химия вся, потому что она у нас тоже, вот эти санкционные все эти вопросы, это тоже мы поддержали. И мукомольный завод, и элеватор, тоже зашел инвестор. Вот. Мы из 7 заявок удовлетворили 3, вот, 3 производства. И сегодня вот можем сказать, что мы развиваемся в этой части. И инвесторы, у нас сейчас, насколько я помню, Олег Борисович, где у нас? Где-то 40 портфелей у нас в очереди идут. Инвесторы пошли, то есть доверяют, потому что в части этого с людьми, поставщиками основных ресурсов, там, энергетики, и это, все службы контрольно-надзорные, мы как бы юридической точки зрения ставим это на место и выделяем землю, как положено. Ну, к сожалению, вот эти промплощадки, они оказались у нас как бы не готовы совсем. Вот. Ну, инвестор согласен, они вкладывают свои деньги, и мы к этому идем. Поэтому то, что огромное спасибо вам, что вы приехали, во-первых, потому что я вижу самое главное, понимаете, как вот я ведь для себя даже много открыл, вот вы говорите, понимаете, вот для нас очень важно вот то, что вы приехали, и я видел, люди как заинтересовались, и те вопросы, которые, ну вот я смотрю, РИАК, вы сами заметили, да, они так продвинутый парень такой. Ну, по крайней мере, все меры поддержки, которые да, я планировал только озвучить. Да, да, а вы тогда, я тоже думаю. Да, поэтому в первую очередь хочу спасибо сказать, и я думаю, те, которые предложения высказали вы, поручения, которые вы дали, ну и те поручения, которые будут региональному правительству, лично я настолько заинтересован, я думаю, что
вот это вот, как вы сказали, в принципе, мы идем по дороге и дорожной карте, которую президент нам определил. То есть вот импортозамещение, вот даже вот покраски, да, Ярославль, ну, почему мы должны покупать? Или а вот у нас обувная была, у нас почему прекратилось? Мы начали, это нормально. А вся подошва с поляки. Понятно. Поляки, они нам раз перекрыли. Сейчас уже местные. Сейчас уже, да, местные, уже дагестанцы сами там льют, привозят. Я для себя ряд вопросов, как домашнее задание, тоже беру на отработку для того, чтобы и коллектив предприятия вышел на более серьезный уровень с точки зрения загрузки. Ну и это должно отразиться, естественно, на и доходах работников, чтобы зарплата выросла. Вот. И то, что мы сегодня с вами говорили по полимерному производству, для того, чтобы все налоги, которые будут формироваться на и основном производстве, и на сбытовом, оставались в Ингушетии и шли на развитие вашего региона. Поэтому мы отдельно еще поработаем с собственниками для того, чтобы выстроить все те меры поддержки, которые могли бы мотивировать на развитие, на расширение, ну и, как я сказал, на последующее развитие. О том, что промышленный сектор Ингушетии развивается и у него серьезный потенциал, свидетельствуют статистические данные. Республика показала рост промышленного производства в 2023 году с показателем 17,1%. Регион занял 4-е место в рейтинге РБК на основании данных Росстата. По прогнозам Минэко Ингушетии, индекс промышленного производства в этом году составит 107,1% и 110% в 2025 году. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.